Павышаная кудлатасць і бязмежная дабрыня ў вачах. Такога абаяльнага адміністратара кафе можна ўбачыць толькі ў Пінску. Былая беспрытульная собака Лиза, выкинутая человеком на верную погибель, не перестала доверять людям и сегодня гостинно сустракае их у першым нестандартным белорусским кафе. Побач яе новая господыня, сяброўка Алена. Есть люди разные. Есть, допустим, которые уже получили информацию, что открывается кафе, они приходят посмотреть, поучаствовать, очень поддерживают, приходят с детьми, им интересно. Вот. Есть детки, допустим, которые боятся животных. И это самая та площадка, где можно пообщаться с собакой и побороть в себе этот страх. От смелой мары до реального увасаблення было шмат перашкод. Пінская волонтерская организация «Дана сябру», якая дапамагае беспрытульным хатнім жывёлам, их пераадолела. На конкурсе социальных проектов «Социал Уикенд», куды было подадено больше за 470 заявок, проект «Пёса-кафе Дог Хат» не только трапил у финальную двадцатку, але и атрымаў грашовый грант на 4000 рублёў. Сумма ўсе выдатки не покрыла, але прыйшлася да рэчы. Самый огромный стимул все-таки раньше заняться открытием этого пёса-кафе – это вот эти собаки, которые реально хотят домой. Около 300 пристроено, но тем не менее на сегодняшний день порядка 200 собак, может плюс-минус, потому что плюс, скорее всего, и 30 котов. Там гэта ў адлове, куды падабраных сабак і катоў прывозяць з горада. Знайсці новых гаспадароў для такой катэгорыі звыш складана, але са з'яўленнем спецыяльнага месца ў цэнтры горада, куды можна будзе прыйсці і пазнаёміцца з патэнцыяльным сябрам, працэс пошуку стане лягчэйшым. С помощью пёса-кафе это может быть совершенно другой инструмент, то есть больше людей узнают об этом, о том, что они есть и что такая проблема. Больше того, мы можем новых хозяев, вот как я говорила, школа юного кинолога или просто советы кинолога, да, Наташа Шпилевская планирует такие вот мероприятия. И здесь очень удобно их проводить. Парады от кинолога, практика, майстар-класс от мастакоў и рамеснікаў, забаўляльныя и информационные программы для детей и дорослых. Форма дзейнасці нового кафе плануецца разноплановой. Установой ужо зацікавіліся пінскія сады и школы. Школьники и студенты с цікавасцю бавяць тут вольный час. Нечего делать было дома, и мы решили сходить. В таком месте я впервые лично, особенно у нас в городе, я таких мест еще нигде не видела, поэтому для меня это какие-то новые ощущения, новые эмоции. Это первое место, где я вижу животных, то есть предназначенное для животных, ну то есть плюс это очень полезное место, то есть ты можешь приютить собаку, то есть это очень удобно, и я считаю, что это очень правильно. Акрамя адпачынку і хуткага перакусу ва ўстанове можна будзе набыць за любое ахвяраванне тавар ад мясцовых рамеснікаў. Усе сабраныя сродкі будуць ісці на аплату арэнды, камунальных паслуг і, канешне, на дапамогу безнаглядным жывёлам. Тацяна Будгусаім, Людмила Салдзін, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».